Улица Цурова в сельском поселении Нижние Очулки, земли сельхозназначения. Здесь вчера произошел пожар. Площадь возгорания более 200 гектаров. По данному факту сейчас проходит проверка. С начала текущего года на территории Малгобекского района зарегистрировано 137 пожаров, из которых 91 случай горения сухой растительности. По каждому факту на сотрудников нашего отдела проводится проверка. Виновные лица привлекаются к административной ответственности. С начала пожароопасного сезона нами привлечено 28 граждан и должностных лиц по статье 20.4 КоАП. Также хотел до граждан довести то, что у нас с 18 июля текущего года на территории Республики Ингушетия введен особый противопожарный режим распоряжением правительства Республики Ингушетия. Этот документ строго регламентирует действия граждан и организаций. Под полный запрет попало выжигание сухой травы на любых землях. Также запрещено разводить открытый огонь для готовки и сжигания мусора вне специально оборудованных мест. В Ингушетии за год произошло 345 пожаров, что на 30% больше, чем за такой же период в прошлом году. За последние 5 дней зарегистрировано 16 случаев возгорания сухой растительности. 177 вызовов на сгорение сухой растительности. Это больше половины произошедших пожаров у нас горение сухой растительности, то есть травы. Власти призывают граждан к предельной осторожности. Правообладатели земельных участков, будь то собственники, арендаторы или садоводы, обязаны своевременно убирать мусор и скашивать сухую траву. Руководители предприятий несут ответственность за очистку своих территорий от горючих материалов. Пренебрежение этими правилами в условиях сухой погоды и сильного ветра создает прямую угрозу не только для полей, но и для жилых домов, которые находятся в непосредственной близости. Вот на этом пожаре вчера непосредственно был исполняющий обязанности главы района. Он оперативно созвонился с руководителем ГУПа. Есть у нас Костоев Рустам. Они предоставили технику. Также житель села, фамилию Арчаков. Хотелось бы отметить этого человека. Представители ГУПа тоже. Они дали технику с дисками. Этот человек приехал. И начали, особенно в той стороне, где-то ландшафтный пожар был, начали опахивать. И постепенно работу они вчера закончили. Нарушение требований пожарной безопасности в период особого режима влечет за собой суровое наказание. Для граждан штраф может составить от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные лица заплатят от 30 до 60 тысяч, а юридические от 400 до 800 тысяч рублей. Спасатели напоминают, один непотушенный окурок или брошенная спичка могут привести к масштабной беде. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магаз 24.